Уважаемая Дора Никитична, уважаемые дети, внуки, родственники Михаила Ефимовича, уважаемые соратники Михаила Ефимовича, дорогие друзья, вот уже 40 дней, как с нами нет нашего первого президента Михаила Ефимовича. За эти 40 дней произошли крупные политические события в республике. Мы 8, 9, 10 переизбрали Арсения Сергеевича Николаева главой республики, избрали новый состав государственного собрания, новых глав муниципальных образований, представители органов муниципальных образований. И где бы мы встречались в период избирательной кампании с людьми, весь народ всегда вспоминал Михаила Ефимовича Николаева. Я лично провел 238 встреч с своими избирателями. И во всех населенных пунктах, предприятиях, организациях, школах, детских садах избиратели всегда вспоминают Михаила Ефимовича. Это говорит, еще раз свидетельствует о всенародной любви к первому президенту нашей республики. В первые дни, когда до 9 дней шли эти встречи, у нас всегда открывалась молчание памяти. И народ с особой теплотой при каждом выступлении, при задавании вопросов к нам, всегда опирался в годы президентства Михаила Ефимовича было такое-то, сможете ли такое сделать сейчас? В годы его правления было таким-то образом, я вношу предложение вот такие предложения сделать сейчас. Люди помнят все его дела, все его решения, которые шли во власть. Особенно предоставление газа бесплатно населению республики. Вот этот народ, по-моему, он никогда не забудет. И этот поступок, который сделал Михаил Ефимович, вспоминается везде и всюду. Но эта избирательная кампания прошла очень удачно. Если бы Михаил Ефимович, он по себе сегодня смотрит равно это за Арсения Сергеевича Николаева. Он всегда говорил, когда первый срок у него шел, Арсений Сергеевич должен сломать свой рекорд, который он поставил в первый раз. И Арсений Сергеевич, по-моему, это сделал, потому что у него сейчас подсчет идет, почти 76% голосов избирателей за него проголосовали. Михаил Ефимович по праву считается основателем нашей новой республики. Вот его ближайшие соратники сидят: Леонид Егорович, Матвей Васильевич, другие, Владимир Дмитриевич. Когда в прошлом году серию статей в газете «В честь столетия республики Саха-Якутия» я писал во всех республиканских газетах, у нас была мысль дать оценку деятельности Михаила Ефимовича как основателя второй республики или новой республики. Два варианта было. Но без согласования с ним, конечно, это невозможно было написать. И в прошлом году я позвонил ему в Москву и спросил у него, как вам подходит Михаил Ефимович. Либо это будет новая республика, либо вторая республика по аналогии с тем, как у нас воспринимается количество республик Франции. Михаил Ефимович, конечно, сказал, что эта новая республика будет звучать лучше. И это он лично согласовал, он лично был согласен с такой оценкой. И мы сейчас по праву должны все говорить о том, что Михаил Ефимович Николаев первый президент нашей республики, основатель нашей новой республики Саха-Якутия. С ним это будет связано все 90-е годы, с ним будет связано дальнейшее развитие нашей республики. Это человек, который со своими соратниками заложил фундамент нашей республики. Я много раз говорил о том, какие действия, прежде всего, к этому привели, но еще раз нужно будет вспомнить, прежде всего, конечно же, Декларация о государственном суверенитете 90-го года,
где были заложены основные принципы развития будущей нашей республики, основные пожелания, можно сказать, народа и чаяния народа, который жил в условиях, тогда, как говорили, административно-командной системы Советского Союза. И народ чаял об экономической самостоятельности, чтобы недра, которые добываются в республике Саха-Якутия, служили во благо живущих здесь. И в 90-м году, 27 сентября, легендарный 12-й созыв Верховного Совета это принял. И после этого, конечно же, нужно было реализовывать те принципы, которые были заложены в этой декларации. И я считаю, что самым основным документом, который был достигнут, это, конечно же, 92 год, соглашение о разграничении государственной собственности. Мы с высоты сегодняшних дней не понимаем до конца этого документа, но мы должны понять и будущим поколениям сказать, что в то время, когда все было государственной собственностью, понятие частной собственности Советского Союза, нужно было каким-то образом разделить либо союзную, либо федеральную собственность между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия, новым субъектом. И получается, что именно Михаил Юрьевич добился того, что практически вся собственность, которая находилась на территории республики, перешла в собственность Якутской республики. И самое главное, конечно же, кормилица наша – это акционерная компания «Амроса». Акционерная компания «Амроса» была создана как закрытое акционерное общество, и это было сделано осознанно. Михаил Юрьевич своих разговоров со мной неоднократно об этом подчеркивал. Я, говорит, знал, что это будет лакомым куском, знал, что это в будущем, возможно, пойдет на приватизацию. И с подсказкой Николая Федоровича мы сделали таким образом, что это должно было быть закрытое акционерное общество. И это было самое правильное решение, потому что в 90-е годы, когда шла приватизация государственной собственности в нашей стране, и именно это спасло нашу компанию от, можно сказать, неправильной приватизации, которая постигла участь многие крупные предприятия нашей страны. И в этом дальновидность, мудрость нашего президента Михаила Юрьевича Николаева. В экономике он сделал, заложил основу. Но самое главное, Михаил Юрьевич уделил внимание, так сказать, человеческому капиталу. Он очень хотел видеть молодых людей нашей республики, которые будут работать совсем по-другому, совсем другим видением, совсем креативных, развитых, интеллектуальных, обучившихся в самых лучших высших учебных заведениях нашей страны, не только нашей страны, но и рубежом, и которые будут создавать новую экономику и новое лицо нашей республики. Я работал в ее правительстве министром по молодежной политике, и я всегда обращал на это пристальнейшее внимание, всегда говорил об этом. Говорил, что мы, молодые люди, которые будут жить в 21 веке, должны коренным образом отличаться от тех людей, которые жили в 20 веке. Они должны быть на голову выше, прежде всего в интеллектуальном плане, прежде всего по уровню образования. И должны быть, отличаться, но при этом помнить лучшие традиции своих предков, своего поколения. Вот эти вот слова, они навсегда впали в мою память, на последнего мы с ним разговаривали. Я еще раз подчеркну, что вот до весны этого года он всегда подчеркивал, что 50% молодых людей, заканчивающих школу, должны поступать в высшие учебные заведения. И с этим утверждением он ушел. И всегда нам давал замечание, что мы открываем новые вахтовые, то есть привлекаем кадров, вахтовые поселки и так далее, наш народ.
Михаил Ефимович, конечно, с ним связано развитие не только всего, что связано с молодежью, а, конечно же, наше возрождение духовности, возрождение наших культурных традиций. В общем, все, что республика достигла в последние годы, это, конечно, связано с Михаилом Ефимовичем. И каким он был провидцем, когда пропагандировал здоровый образ жизни, когда он своим указом учредил День матери, День отца. И это все же впоследствии лет через 10-15 сделано было в Российской Федерации. Вот он на 10-15 лет, можно сказать, опередил свое время. Его начитанность, его постоянная информация в голове и то, что он был новатором, всегда нас вдохновляло и каким-то образом нам прекрасно. Потому что, идя к Михаилу Ефимовичу, либо на прием, либо на встречу, мы всегда готовились. Я всегда брал последнюю статистику по республике, сохранял до последнего момента, потому что он задавал такие неожиданные вопросы, от которых ты ждешь. Какой уровень баллов, ну это все элементарные вопросы, но он из таких областей задавал такие вопросы, что нужно было быть готовым. В большинстве случаев мы иногда проваливались, когда он давал такие замечания. Это надо знать. Но Алексей Сергеевич, как я обещал, он сразу же подписал указ о создании комиссии по увеличению памятников. Как он сказал здесь на патронату, он сам возглавил комиссию, я назначил заместителем председателя комиссии. Мы с ним уже беседовали на эту тему, как мы работаем. Примерные наметки сделаны, скоро эта комиссия должна заседать, и мы должны сверстать план действий. Конечно, все согласовано с вами, нам тут предстоит огромнейшая работа по увеличению. И эта республика, конечно, сделает, и она обязана сделать память о первом своем президенте Михаиле Ефимовиче. Я с большой уверенностью говорю, что имя Михаила Ефимовича никогда не будет забыто. Оно будет стоять наравне с выдающимися нашими Максимом Кирилловичем Ломоносовым, Платоном Алексеевичем Воинским и Сидором Никитовичем Бараховым. Потому что наравне с ним будет вклад в развитие нашей республики и основал вторую республику, которая незаменима простыми словами, а это нужно будет детально дать оценку будущим историкам, современным историкам и передать это будущим поколениям. Сегодня 40 дней, как сказал наш владыка, душа встречается с Господом Богом. Я уверен, что Михаил Ефимович с его поступками, с его делами, с его добрыми делами во имя своего народа, если этот рай есть, он попадет в рай.